Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня у нас очередное включение. Несколько слов, как обычно, по эпидемиологии. Сегодня у нас подтверждено 542 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 15 человек. Под медицинским наблюдением находится 4197 человек, выздоровевших 28 человек. Еще раз хочу остановиться на том, что у нас каждый день есть прирост. Есть такое понятие резервуар. Вот это резервуар у нас 4197 человек. Это люди, которые находятся под наблюдением. Этот резервуар нам и дает вот каждый день подтверждение. Мы людей обследуем, и даже если первый раз был отрицательный результат, второй раз может быть отрицательный, третий раз положительный результат. И это самое главное, что мы понимаем, откуда этот человек появился, откуда у него появился положительный COVID+, и прослеживаем цепочку. Главное, чтобы не было неопознанного так называемого человека, чтобы у нас было понимание, что это ранее уже отслеженный очаг или ранее человек был под наблюдением. В своих обращениях я постоянно рассказываю вам о тех мерах, которые проходят в республике в рамках помощи людям, наиболее пострадавшим в условиях пандемии. Что касается поддержки населения и прежде всего людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вы знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин принял решение, что граждане, уволенные с работы после 1 марта и признанные безработными, будут получать максимальное пособие в размере МРОД. Это 12 130 рублей. У нас в республике на эту сумму начисляется дополнительный районный коэффициент от 20 до 60% в зависимости от района проживания. Кроме того, это пособие увеличивается на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Но, к сожалению, сегодня не все жители республики, попавшие в аналогичную ситуацию, имеют право получать такое пособие. В силу того, что кто-то из них уволился до 1 марта и не успел приступить к работе, просто ее не нашел. Кто-то работал по краткосрочному договору, а некоторые, к сожалению, трудились вообще без трудового договора. И в этом случае они могут претендовать только на минимальные выплаты. В нашей республике их размер составляет от 1800 до 2500 рублей. Поэтому я принял решение, что таким гражданам, зарегистрированным в службе занятости в течение последних 12 месяцев и не имеющим максимального пособия и статуса малоимущего, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей. Этой мерой поддержки будут охвачены порядка 5000 человек. Разрабатывая меры поддержки малому и среднему бизнесу, мы помним и об аграриях республики, и уже принято решение по увеличению для сельскообрабатывающей области ставок на субсидии на комбикорма до 20%. А также ставок субсидий на содержание животных для крестьянских фермерских хозяйств на 8,5%. Мы также выступили с инициативой и предложили правительству Российской Федерации включить в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, такие отрасли, как растениеводство и животноводство. Еще хочу остановиться на одной теме, которая, по сути, вчера до меня была доведена. Это ваше видеообращение вернуться к вопросу по весенней охоте. Конечно, я объяснял вам причину принятия решения не об открытии весенней охоты. Но вчера видеообращение, оно было, в общем, человеческое, оно было абсолютно такое, знаете, понятное. Прозвучала одна интересная мысль. Она прозвучала вчера о том, чтобы
не закрывать охоту для жителей республики. Я уже говорил, что тема довольно сложная именно с точки зрения юридической точки зрения и принятия, чтобы здесь не нарушить закон в отношении других граждан Российской Федерации. Поэтому сегодня, прямо с утра, я собрал большое совещание, конечно же, в первую очередь в присутствии прокуратуры, и обсуждали довольно долго, такой мозговой штурм устроили, порядка 2 часов, с тем, чтобы все-таки найти именно вот эту тонкую грань и разрешить охоту только для жителей Республики Коми, с учетом вот коронавирусной ситуации, чтобы не принести еще дополнительных нам случаев заражения с приехавшими извне охотниками. По-моему, мы такой путь нашли. Поэтому хочу вот вас заверить о том, что сегодня еще идет шлифовка этой нормы, этого документа. Но, на мой взгляд, завтра я, скорее всего, скажу вам хорошую весть. На сегодня все. Уважаемые жители Республики Коми, я еще раз напоминаю, у нас остается режим самоизоляции. Это самое главное сегодня, одно из главных средств борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому не нарушайте режим самоизоляции, будьте здоровы, всего вам доброго, до завтра.